Доброе утро, Якутия, 7:00, Якутия 24, НВК Саха приветствует всех наших утренних телезрителей. Прямой эфир программы начинается прямо здесь и сейчас. Павел Танин, Дарья Анкехова, как всегда, приветствуют вас. Да, и желаем вам отличного дня. И, в принципе, для этого будем делать в ближайшие 50 с чем-то там минут все возможное, чтобы день действительно был приятный, с улыбкой, хорошо, энергично он у вас прошел, и вы себя зарядили на хорошие какие-то вещи. Но прежде всего, конечно, давайте узнаем о том, что ожидает нас за окном сегодня. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 29 градусов. В Заречной группе 21-33 ниже 0. В южных 9-15 градусов мороза. В Вилюйской 2-14 со знаком минус. В Нижнеленских 21-25. В западных 3-5 градусов мороза. В Колымо-Нигирской группе Улусов 19-42 со знаком минус. В Янских до 42 градусов мороза. На северо-западе 10-21 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 25 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем снег. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 18 градусов. Но действительно, для тех, кто, возможно, только проснулся и еще не выглянул за окно, на самом деле там очень красивая картина, блестящий снег, так очень, знаешь, как будто бы такая зима совсем не якутская, я бы сказала. Настроение сразу, по крайней мере, у меня поднялось, когда я вышла на улицу. Да, ну а как бы я автолюбитель, поэтому у меня ухудшилось, потому что откапывать автомобили, автолюбители меня поймут. И сегодня вам всем это, к сожалению или к радости, предстоит тем, кто скоро выйдет на улицу, захочет сесть в свой транспорт, а он почти в сугробе. Но как бы тут палка о двух концах. Или морозиться, или откапываться. Выбирайте, что для вас более предпочтительно. Я все-таки лучше откопаюсь лишний раз. Ну а тем временем перейдем к такой очень тоже красивой новости, да, на которую можно визуально полюбоваться. Да. О чем она, собственно? Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Платонов запечатлел Млечный Путь из иллюминатора Международной космической станции, сообщили в телеграм-канале организации в это воскресенье. На кадрах сияющая тысячами звезд туманная полоса растекается по ночному небосводу. Млечный Путь — это галактика, в которой находимся мы, наша планета Земля, вообще Солнечная система. Галактика относится к типу, точнее, Млечный Путь относится к типу галактик спиральных и является второй по размеру и количеству звезд, уступая Андромеде. В Млечном Пути насчитывается от 100 до 400 миллиардов небесных тел. Красота, будто кто-то высоко-высоко пролил молоко. Вот, наверное, возможно, поэтому Млечный его и назвали, что кто-то пролил молоко. Вот. Ну, когда любоваться на звезды, это вообще какая-то отдельная, по-моему, история из... Романтика. Не то, что романтика, это всегда завораживающе, не обязательно это прям в романтическое какое-то звено, в плане, ну, в прямом смысле романтики переводить. Всегда можно самому на них полюбоваться. А если, в принципе, есть даже возможность, у меня такое было, я прямо Млечный Путь наблюдал с Земли, то есть при очень хороших погодных условиях, при достаточной темноте можно вот сам этот Млечный Путь увидеть даже из Земли. Ну а тем временем наши коллеги из новостного отдела рады рассказать нам о последних новостях, которые произошли на территории республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога» будет проходить в Мурманске, начиная с 2027 года. Такое решение закреплено распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина, подписанным 12 ноября этого года. Форум является ключевой площадкой для обсуждения вопросов развития российского и международного арктического региона. Вице-премьер Юрий Трутнев подчеркнул важность Мурманска как начальной точки Северного морского пути и стратегически важной территории для развития российской Арктики.
В зоне проведения спецоперации работают не только логистические подразделения, но и мобильные ремонтные группы. Их задача – максимально быстро вернуть технику в строй. Механики уже восстановили свыше 200 единиц машин, включая квадроциклы «Сокол», поврежденные в ходе боевых действий. Среди специалистов Евгений Савельев, который служит в ремонтной бригаде 2,5 года. Вместе с ним трудится еще 5 человек. По словам механиков, к восстановлению техники нередко подключаются и сами бойцы, а необходимые запчасти закупаются по мере необходимости. В данный момент много переделали, упростили по запчастям, что уже не надо ждать те же самые запчасти с Приморья, с Якутии, которые можем приобрести здесь на месте. Сейчас уже начинаются уже поломки не механические, а в основном полностью уничтоженную технику восстанавливаем. Уже большой опыт именно по восстановлению набрали. Работаем. Обратная связь, конечно, есть. Все благодарны. В Якутске обсудили актуальные вопросы репродуктивного здоровья в рамках Национального конгресса «Экология и здоровье человека на Севере». Так, на конференции «Репродуктивное здоровье. Междисциплинарный подход» собрались специалисты со всей республики. В ходе мероприятия обсудили организацию медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии. Особое внимание эксперты уделили медико-социальным и демографическим аспектам проблемы. Ни для кого не секрет, что наши молодые слои населения, они очень малочисленны. И поэтому, чтобы обеспечить демографический потенциал России, чтобы обеспечить воспроизводство России, мы должны сохранить репродуктивный потенциал нашей молодежи. Будут освещены и социальные аспекты решения проблемы, и демографические, экономические аспекты, и, конечно же, медицинские аспекты, которые будут воспринимать, слушать, принимать к действию, реализовать на практике в самых-самых отдаленных уголках Республики Якутия наши дорогие практические врачи. В России впервые вступят в силу ГОСТы для плавательных бассейнов. По документу система их вентиляции и кондиционирования воздуха должна обеспечивать тепловой комфорт, высокое качество воздуха и низкий уровень шума. Содержание хлора в воздухе в бассейне не должно превышать 0,1 мг на кубометр, хлороформа не более 0,5 мг. Присутствие озона в помещении недопустимо. Для подогрева обходных дорожек необходимо напольное отопление. Меры вступят в силу с 1 декабря текущего года. Ночная хоккейная лига начинает масштабный сезон. В столице республики дан старт соревнованиям среди любителей. Матч продлятся до начала апреля. На лед выйдут 22 команды представителей Якутска, Мегина, Кангаласского, Усть-Алданского, Алданского и Хангаласского улусов. Все участники поборются за возможность представить республику на Всероссийском фестивале хоккея, обещающем стать красивым завершением сезона. В этом году чемпионаты впервые проходят сразу в 4 дивизионах, что знаменует расширение числа команд и лиг. Это проект, который, в общем-то, придумал наш президент вместе с легендами хоккея. Он объединяет у нас все регионы, большинство регионов России. В этом году у нас заявлено 76 регионов. То есть это где-то 1425 команд по всей России. Аналогов такому масштабу нет. На календаре 18 ноября – день рождения Деда Мороза. По народному календарю в этот день отмечается память святителя Ионы. На Руси в день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов. Этот день в истории. В 1699 году Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты изо всяких вольных людей. В 1775 году издан манифест о новом областном делении России. Империя разделилась на 50 губерний. В 1842 году издан указ о построении первого постоянного моста через Неву Благовещенского. В 1870 году первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж.
В 1885 году в Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла. В 1917 году патриархом московским и всея Руси избран митрополит Московский Тихон. В этот день родились Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы. Луи Даггер, французский художник, один из создателей фотографии. Джордж Гэллоп, американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения. Константин Бесков, советский футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР. Эльдар Рязанов, советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, народный артист СССР. Именины сегодня отмечают Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон. Мы продолжаем наш утренний эфир, и сейчас осветим такую новость, которая, возможно, улыбнет многих из вас. Да? Так, например, четверняшек родила жительница Кашкадаринской области Узбекистана. Девочки появились на свет в филиале Республиканского специализированного научного практического медицинского центра здоровья матери и ребенка. Роды были преждевременными, и женщине сделали кесарево сечение. Но вообще в целом в семье уже растут 5 дочерей. Теперь у счастливых родителей их стало целых 9. Ты представляешь, вот так жил-дожил и резко, и 9. Жил, и резко там на 5 уже удивление происходит, поэтому хочется пожелать только терпения родителям, конечно же, и здоровья детям, тем более, что сразу 4 родить, это, как правило, сказывается и на, в том числе, доношенности детей, да, если можно так правильно выразиться, научно это будет или не научно, не знаю. И вот как раз-таки переходим к следующей теме. Каждый год в Якутии рождаются сотни малышей, которые спешат встретиться со своими родителями раньше срока. И сегодня с кандидатом медицинских наук, заместителем директора по неонатологической помощи перинатального центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины Светланой Алексеевой как раз поговорим о них, о наших маленьких, но таких сильных торопышках. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, давайте для начала определим все-таки, что же такое недоношенность, да, какие есть степени и почему это все-таки происходит. Дети, рожденные до 36,6 недель гестации, то есть беременности, считаются недоношенными. У нас с 2012 года мы перешли на новые критерии живорождения. Мы выхаживаем с 22 недель гестации. Но жизнеспособность детей с 22 до 25 недель гестации – это, конечно, не очень хорошая выживаемость, низкая в этой группе детей. Но недоношенные, они отличаются тем, что они незрелые. То есть их органы и системы недовыхаживались в утробе матери, и, соответственно, в неутробной жизни они себя проявить правильно не могут, как у доношенного ребенка. Им нужна помощь. Если срок гестации меньше 33-32 недель, там уже высокотехнологическая медицинская помощь. Инкубаторы, аппараты ИВЛ, соответствующие препараты, сурфактанта и так далее. То есть без медицинской помощи они выжить не могут. У нас трехуровневая система помощи медицинской беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям. Соответственно, если женщина вдруг поступает в центральную районную больницу, то мы ее желательно, если это терпит, то есть она не в родах, мы стараемся в утробе транспортировать к нам на 3-й уровень называется. У нас 2 перинатальных центра в городе Якутске, и, соответственно, мы оказываем высокотехнологическую медицинскую помощь. Вот сейчас мы перед этим рассказывали про новость, что в Узбекистане у женщины четверняшки родились, тоже недоношенные. Как часто, или может быть это в принципе правило, что если это многоплодная беременность, то дети рождаются недоношенными? Конечно. Потому что разместиться в утробе матки таким доношенным сроком, если каждый ребенок будет весить по 3,5 килограмм, это вообще нереально. То есть организм женщины тоже не выдерживает. Да? Но чаще всего, если физиологическая, природная двойня, то они могут родиться на 34-й, 35-й, 36-й неделе, и все равно они недоношенные. Вот эти поздние недоношенные, к ним мы сейчас тоже обращаем внимание, вроде бы они большие, 34, 36 и 6 недель, да, но они тоже дают свои отклонения. Поэтому в раннем неонатальном периоде к ним большое внимание уделяем. Так же, да? А вообще на что обратить внимание во время беременности мамочкам, да, первые признаки, при которых нужно уже обратиться к врачу?
Но если женщина наблюдается в женской консультации, желательно до 9 недель подойти, встать на учет, сдать все анализы. И если доктор не отмечает каких-либо отклонений, то, в принципе, по физиологии может идти вовремя проходить скрининговое УЗИ, где могут сделать. Чаще всего у нас самопроизвольные роды бывают от исмико-цервикальной недостаточности, да, то есть цервикометрия называется. Во время УЗИ-исследования УЗИсты смотрят размер шейки матки, соответственно, предположить, может ли женщина пойти на преждевременные роды. Это тема акушер-гинекологов, да. Ага. И состояние здоровья. У нас в наших условиях, в Крайнем Севере, да, качество здоровья, конечно, отражается. И поэтому репродуктивную функцию, конечно, выполнить до 35 лет женщине. Необходимо. Ага, потому что с каждым годом здоровье не прибавляется. Вот это нужно понимать, да. Она уже идет к старению. И выходить плод, который имеет антигенную структуру отца, то есть это чужеродные антигены, не всем женщинам дано. Проходит осложнение беременности, преэклампсия называется. И вот это сейчас является частой причиной преждевременного родоразрешения. Ага. Можно ли сказать, что у нас, по крайней мере, в Якутске, да, созданы все условия для того, чтобы можно было спасти совсем крошечных детишек, да? Насколько оснащены наши перинатальные центры сегодня? На сегодня мы радуемся, специалисты-перинатологи, что появился национальный проект «Семья», по которому мы приобрели оборудование, необходимое для оказания акушерской, гинекологической, реанимационной и неонатологической помощи в 2 перинатальных центрах. А наверное, немаловажный вопрос все-таки, да, недоношенность, мы уже поняли, что это на самом деле очень большие такие границы, да, то есть 22 недели вы говорили, и 36 недель, да, и на самом деле это корреляция очень большая. Если мы говорим про очень ранние периоды, от 20 недель, да, недоношенность, все-таки это, для мамочки в первую очередь стресс, потому что, сам процесс это не очень стрессовый, да, и ожидание какое-то. Где в это время, как справляться со стрессом, наверное, где искать поддержку, потому что, наверное, человеку в это время очень поддержка нужна. Но если коснуться классификации, да, акушерской классификации, очень ранние преждевременные роды, до 28 недель, 27,7 и 27,6. Такие роды мы 95% проводим по итогу прошлого года здесь, в 2 перинатальных центрах. То есть мы их транспортировали в утробе, и, соответственно, мы даем возможность иметь качество здоровья этих детей, потому что центральная районная больница оказать такую помощь все равно 100% идеально невозможно. Поэтому, конечно, женщина, для нее стресс, для семьи стресс. Для этого у нас есть в 2 перинатальных центрах клинические психологи. Они работают у нас с 18-19 года. Они в штат перинатальных центров вошли. И по республике, если коснуться женской консультации, то у нас по республике 17 тоже клинических психологов, которые сопровождают женщину, снимают тревогу, со своими шкалами работают и оказывают квалифицированную помощь. Получается, в принципе, если, позаботиться о себе и о своем малыше заранее, все специалисты, есть прекрасные перинатальные центры, то очень, возможно и реально родить совершенно здорового ребенка, верно? Да, исходы у нас есть очень даже хорошие. То есть недоношенность сегодня это не приговор? Не приговор, но мы, специалисты, конечно, хотим, чтобы все были здоровы и стараемся с акушерами работать, чтобы каждый день утробы имеет значение, и каждый день утробы дает качество здоровья. Поэтому мы, когда на консилиуме собираемся, всегда все за и против обсуждаем, и маму от страха, страх же пришли к консилиуму, белый халат, стоят и какая-то агрессия, да, и мы, конечно, как партнеров для того, чтобы выходить нашего маленького торопышку. Врач, пациент в кругу, мама, семья и врач.
такой тандеме мы стараемся работать, и мы максимально при выхаживании. Экстремально низкая масса тела – это меньше 1000 грамм. Очень низкая масса тела – это меньше 1500 грамм. Вовлекаем семью. То есть папа заходит, ну, обстановку смотрим, но мы стараемся даже в обстановку с эпидемиологами обговорить, вирусный фон родителей посмотреть, да, ну, то есть чтобы они сами уже говорили, что у них заболевания нету, да, и их пускать для того, чтобы метод кенгуру до выхаживания, то есть стук сердца матери, плод слышал в утробе, да, вот это очень тонкая грань психологии, она все по течению жизни человека, она сказывается. Саргала Николаевна, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем, конечно же, в первую очередь вам и всем вашим коллегам здоровья, потому что если у нас будут такие грамотные специалисты, я думаю, и детишки у нас будут появляться на свет здоровые и счастливые. Спасибо большое. Спасибо. Вот, ну, несомненно, дети — это наше будущее. Многие современные родители считают, что не стоит обременять детей обязанностями, ведь они еще вырастут и наработаются. Ну а другие считают, что у людей, у которых в детстве были хотя бы домашние обязанности, добиваются больших успехов в жизни, чем те, у кого этих обязанностей просто не было. Но иногда наступает период, когда ребенок не хочет ничего. Часто это происходит в подростковом периоде. И вот чем помочь своему ребенку, чем замотивировать, узнаем из нашей следующей рубрики. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы поговорим о такой теме, наверное, очень щепетильной для многих, когда подросток ничего не хочет делать. Чаще всего мы с этим сталкиваемся именно с детьми, когда они переходят в подростковый возраст. И совсем недавно из такого послушного и хорошего ребенка вырастает человек, который абсолютно ничего не хочет, да, который просто закрывает дверь, который отгораживается от вас. И любое ваше предложение он встречает агрессивно или с апатией, абсолютно не изъявляя желания идти на контакт. Почему же это происходит? Чаще всего, конечно же, это именно процесс сепарации от родителя. То есть мы в этом случае действительно ребенку нужно время для того, чтобы перестроить свое психоэмоциональное состояние. И это действительно очень энергозатратный и трудоемкий процесс. Поэтому ребенку в это время хочется находиться наедине с собой, со своими мыслями. Но если мы замечаем то, что ребенок вообще ничего не хочет, он сидит в телефоне, он все время в наушниках, находится в своем виртуальном мире и ничто его не интересует. Тут нужно посмотреть. Во-первых, возможно, сдать анализы, да, для того, чтобы исключить физиологические особенности, возможно, не хватает витаминов и так далее. Если все в норме, то, возможно, ребенок действительно устает, потому что дети сейчас очень заняты. У них, помимо учебы, у них там 100-500 кружков, куда они должны успеть, и везде они должны чего-то достигать, потому что вечером приходят, родители спрашивают, ну что, как у тебя успехи? Детям, конечно, сложно именно все успевать. Задача родителя для того, чтобы следить за тем, чтобы сон, отдых, питание и так далее было полноценным у ребенка. Часто бывает такое, что родители говорят, он ничего не хочет. Но вот тут не хочет, ребенок действительно ничего не хочет, или ребенок не хочет того, что хочет родитель. Возможно, вообще у него другие интересы. Возможно, в это время он, пока сидит в компьютере, на самом деле создает какую-нибудь крутую программу там, или видеоигру. Да? Родитель, не вникая в то, что важно для ребенка, делает свои какие-то выводы. Но при этом мы, родители, также учим детей своим собственным примером. Я неоднократно это повторяю, потому что если родитель сам сидит в телефоне, а мы любим это делать, да, то, конечно же, ребенок также будет сидеть в телефоне, копируя поведение родителя. Поэтому, если мы хотим что-то внести, какие-то изменения в поведение ребенка, то начинаем, опять же, с себя. Хотите, чтобы ребенок занимался спортом? Ок, значит, сами встаем и начинаем заниматься спортом. Хотите, чтобы ребенок читал книгу? Вместе читайте книгу. Очень важно, чтобы родитель все-таки научился слышать своего ребенка, именно слышать, что он говорит. Не требовать, не заставлять, да, а очень мягко, бережно. Помни о том, что это все-таки вот ваш ребенок, да, и постараться наладить контакт. Самое главное, чтобы вот эта вот ниточка доверия между вами, она не терялась. Чтобы ребенок понимал, что в любой ситуации он все-таки может обратиться к вам,
и получить поддержку, понимание, заботу, помощь и так далее. Иногда родителям действительно лучше отстать от ребенка и заняться собой. Действуйте, занимайтесь собой, развивайтесь, и я думаю, дети, следуя вашему примеру, также начнут интересоваться и более активно вести свою жизнь. Ну а тем временем сегодня 18 ноября, и в этот день свой день рождения отмечает главный зимний волшебник и символ Нового года Дед Мороз. В этот день дети и взрослые отправляют Деду Морозу поздравления, участвуют в тематических фестивалях и ярмарках, а в его официальной резиденции в Великом Устюге зажигают огни на первой новогодней елке страны. С момента своего учреждения праздник оброс собственными традициями. Его центром неизменно остается Великий Устюг. Сюда съезжаются тысячи гостей, чтобы лично поздравить именинника. Вот. Ну, одной из главных традиций праздника – это торжественное зажжение огней на первой новогодней елке страны. Следом за этим обычно на следующий день, 19 ноября, в Великом Устюге в свое ежегодное путешествие отправляется специальный поезд Деда Мороза. Его маршрут охватывает десятки населенных пунктов, позволяя детям из разных регионов России, разных уголков страны встретиться со сказочным волшебником. В то же время открывается новогодняя почта Дедушки Мороза, специальная служба, принимающая письма и поздравительные открытки. Несмотря на почтенный возраст, Деду Морозу не чужды современные технологии. Он ведет и социальную сеть, и отвечает на электронные письма. Ну что ж, поздравляем Деда Мороза, ну, как бы день рождения. Интересно, вот а если была бы возможность, Паш, у тебя лично поздравить Деда Мороза с днем рождения, что бы ты ему подарил? Я не знаю, я вот как-то даже не думал об этом. Очень-очень неожиданно. Это вопрос, который требует, чтобы немножко подумать. Ну, допустим, я думаю, ну, как обычно, конфеты. Но навряд ли ему нужны конфеты, у него их много, да? Мороженое. Ну, я почему-то в такой момент, конечно, вспоминаю одного самого знаменитого волшебника во всем мире, и там тоже был директор школы волшебников, и он рассказывал, о чем он мечтает в качестве подарка, потому что он вроде как великий человек, все у него есть, а он мечтал просто об обычных теплых носках. Вот, может быть, у Деда Мороза что-то такое, что-то очень простое, ну вот, что на первый взгляд, первую секунду не приходит на ум, а ему вот что-то такое подарить простенькое, и он будет рад. Может быть, даже когда безделушка, учитывая, что, конечно, мы про гороскоп и астрологию говорим обычно в другой день, тем не менее, во-первых, шах и мат, кто очень сильно верит в гороскопы, Дед Мороз Скорпион. А в целом, я бы, например, наверное, вот, знаешь, вот пошла бы самым легким путем. Подарила бы ему торт со свечками, чтобы вот он как ребенок загадал желание сам себе, задул свечки, ну и, собственно, это в любом случае сбудется. Поэтому, мне кажется, вообще торты – это один из лучших вариантов подарка. Ну, вообще, да, скорее всего, потому что и вкусно, и символично в какой-то степени. А вообще, торт или торты? Ну вот, узнаем правильно, как говорить. Вечный камень преткновения. Вот как раз-таки в нашей рубрике будем выяснять, как все-таки, куда ударение всегда нужно ставить. Доброе утро, дорогие телезрители! Я нередко слышу такую фразу, что русский язык – это самый сложный язык в мире. Честно говоря, сомнительное достоинство и сомнительное утверждение. Ведь в каждом языке есть что-то особенное. Что-то такое, что не носителю нужно запоминать и тренировать себя на практике. Кстати, именно практика, осознанная, постоянная, поможет выработать грамотную речь не только на иностранном языке, но и на своем родном или на втором языке общения. И здесь мне хочется вспомнить слова замечательного лингвиста Льва Владимировича Щербы о том, что механизмы грамоты, несомненно, приобретаются чтением, что подразумевает, что правила грамматики можно усвоить подобно механике через практику и чтение, а еще при помощи запоминалок. Например, если вы хотите запомнить правильное, верное ударение в слове «торты», то стоит запомнить такие фразы. «Если ты на спорте, то забудь про торты». Или другую. «Много ели торты и не влезли в шорты».
Давайте говорить правильно. Всего доброго! Порой удивляешься, насколько действительно сложен русский язык, особенно когда пишешь те или иные тексты. Здесь моментально начинаешь замечать ошибки, стараешься определить полезность, например, содержания, и пытаешься зачастую упростить текст. Но это, к сожалению, не всегда удается. Текст вообще может показаться не самой важной частью нашей жизни, особенно если вы не профессиональный писатель. Но от того, как мы формулируем мысли на письме, зависит очень многое. Понимают нас или не понимают, прислушиваются или нет, делают ли другие то, что нам нужно и что они от нас вообще в целом думают. Сегодня на нашей книжной полке мы познакомим вас с книгой, которую должен прочитать каждый из нас. Доброе утро! И сегодня в рубрике «Книжная полка» я рекомендую вам вот эту книгу «Пиши и сокращай» от Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Это практическое руководство по созданию ясных и эффективных текстов. Авторы в этой книге предлагают конкретные примеры и методы, позволяющие улучшить качество письменной коммуникации. Но стоит помнить о том, что это все-таки точка зрения этих самых авторов, а не догма. Это что-то вроде набора инструментов. Если вы будете их использовать, то высока вероятность того, что вы получите понятный, ясный и не вызывающий разночтения текст. Особое внимание авторы в этой книге уделяют устранению лишних слов, канцеляризма, штампов, а также приводятся примеры до и после редактирования для того, чтобы наглядно показать, насколько, казалось бы, незначительные изменения в тексте могут значительно улучшить его восприятие. Также особое внимание здесь уделяется адаптации текста к конкретной целевой аудитории. Жанры здесь рассматриваются абсолютно разные, от деловой переписки, от делового письма до презентации. И по каждому из них авторы дают свои рекомендации. Я думаю, что эта книга будет полезна широкому кругу читателей, от начинающих авторов до опытных специалистов, которые стремятся повысить свою эффективность в деловых и письменных коммуникациях. Но несмотря на то, что сегодня, да, за окном, когда я же сказал, все прекрасно и красиво и вообще волшебно, зима все-таки это время, когда природа замирает, а самые маленькие ее обитатели, воробьи, синички, снегири, остро нуждаются в помощи. Жительница города Покровска Евгения Осипова вот уже 5 лет подкармливает зимующих птиц в лесу неподалеку от дома, помогая пережить им суровую якутскую зиму. С ней встретилась и наша коллега Виолетта Засимова. Почти каждый день Евгения Осипова выходит из дома и отправляется по своему установленному маршруту в сторону леса. В руках у нее всегда сумка с кормом для пернатых обитателей леса. Евгения – пенсионерка. По состоянию здоровья ей пришлось оставить работу в сфере торговли, и в 2020 году она переехала из Якутска в Покровск. И когда заболели суставы, я начала ходить на прогулку в лес, дышать свежим воздухом. И надо делать зарядочку так вот чисто. И потом я почувствовала через какое-то время, небольшое, наверное, недели 2, как у меня вообще суставы перестали болеть. Уже я спокойно ходила, спина здоровая, мышцы все здоровые. Пока я гуляю в лесу, делать нечего, я начала подкармливать птиц. В лесу у нее оборудовано несколько точек с кормушками собственного изготовления из дерева, коры и даже из пластиковых корпусов для техники. Я решила соединить две конструкции обычными деревянными шпажками. И все, оно так быстро делается. Вроде кажется, а окошки вырезать там уже проще. А вот этот у нас кормушка, это кокосовый орех. Вот так, чтобы не просыпалось мимо семечки, вот такую большую посуду берешь. Почти ежедневно она обходит все кормушки и пополняет их семечками. Кормлю я сырыми семечками. Птицам это нашу зиму в Якутии более важно, чем крупы или какая-либо пища. Хлебом кормить нельзя. Поэтому семечки для них самый подходящий корм.
Для Евгении подкормка птиц – это не обязанность, а настоящая отдушина. Ее забота о пернатых не осталась незамеченной. О деятельности Евгении узнали сотрудники Синского кластера природного парка Ленские столбы и решили тесно сотрудничать с ней. Теперь вместе с экологами Евгения проводит экологические занятия для детей, а те, в свою очередь, снабжают ее кормом для птиц. Да, мы начали с прошлого года заниматься экологическим просвещением, посещали школы, детские сады, создавали акции «Помоги птицам». Так, в прошлом году вот мы собрали около 60 килограмм кормов и кормили птиц в лесу. Как оказалось, таких волонтеров, как Евгения, немало. Да, у нас женщин очень много, которые кормят. Есть у нас девушки Павлова Анисия, Данилова Виктория. Они тоже, они мало того, что кормят птиц, они приучают своих детей, чтобы они кормили. Забота о пернатых стала общим делом, которое согревает не только птиц, но и сердца людей. Сотрудничество Евгении Осиповой с экологами показало, для сохранения природы не обязательно иметь соответствующий диплом. Достаточно иметь большое сердце и искреннее желание помогать. Виолетта Застимова, Хангаласский Улус, специально для «Утра Якутии». Как здорово, да? Ну, вообще, мне кажется, это вот еще такая традиция добрая, еще с моего возраста. Все мы делали кормушки, все выходили, нет, она вешали. там на самом деле прерывалась. Ну, как бы, вот мы в школе скворечники не делали. Мы делали из всего, из Хотя, подручных средств, вывешивали, это было очень видишь, здорово. Видимо, в нашем детстве, даже это все-таки от учебного заведения к учебному заведению отличалось. Нет, Мы это не все делали. зависит от человека. Будет желание, можно и сейчас вон быстренько отрезать пластиковую бутылочку, на подоконник поставить, семечки насыпать и наблюдать. Ну, на самом деле, да. То есть, нет, дело действительно очень полезное, хорошее, потому что птичкам, синичкам помогать всегда надо. Да, Вот. поэтому вот и хорошая идея на, так сказать, совместное времяпрепровождение сегодня вечером. Сделайте кормушку, повесьте во дворе, повесьте за окном и, собственно, наблюдайте и радуйтесь тому, как эти замечательные птички благодаря вам, ну, чуть-чуть радуют себя. Ну, они вас будут радовать, да, если прям еще на окне получится повесить, они будут прилетать. Вот каждое утро можно лицезреть. А еще тем более, пока сейчас такая прекрасная погода. А мне можно кажется, еще телевизор рядом с окном поставить. Тут мы, тут здесь синички. Прекрасное утро, мне кажется, будет. Ну, а тем временем мы вновь рады передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В Горном районе продлили карантин в школах. Решение о продлении принято с целью обеспечения максимальной безопасности детей и педагогического состава. По данным санитарно-эпидемиологической службы, сохраняется высокий риск распространения инфекционных заболеваний, что требует принятия дополнительных мер предосторожности. На период карантина образовательный процесс будет продолжен в дистанционном формате. Уроки будут проходить согласно расписанию с использованием онлайн-платформ и доступных электронных ресурсов. Школа обеспечит методическую поддержку учителям и родителям для успешной организации дистанционного обучения. С 3 по 9 ноября у нас зарегистрировано 257 случаев ОРВИ, из них 211 детей. С 10 по 16 ноября у нас зарегистрировано 238 случаев ОРВИ, из них 214 детей. Как мы все знаем, в Горном районе у нас зарегистрированы случаи гриппа А, также из них 96 случаев гриппа А у детей. На эту неделю, до конца этой недели у нас продлен дистанционное обучение у детей, так что наши дети будут обучаться дома. В селе Бахсы Чурапчинского улуса состоялось торжественное открытие двухэтажного многоквартирного жилого дома. Новое здание, построенное по республиканской программе переселения граждан из аварийного ветхого жилищного фонда, насчитывает 10 благоустроенных квартир, построенных с учетом современных стандартов. Ключи от новых квартир получили жители, которые долгое время трудились на благо района, а также новые специалисты, прибывшие в село. За последние годы в Чурапчинском районе по программе переселения из аварийного жилья было предоставлено новое жилье почти 1700 жильцам. В общей сложности более переселено около 30 тысяч квадратных метров ветхого фонда.
В районы за эти годы переселено 49 тысяч человек из 911 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Работа продолжается. Сейчас вот осталось порядка 30 домов, которые до конца года будут тоже введены. Люди получат новые квартиры. Программа продолжается. В результате работы глав наследников районов по подготовке документации на сегодня данная программа реализуется и в сельских населенных пунктах, таких как вот Бахсысский наслег, селе Тулон. На сегодня у нас открыт многоквартирный дом, 10 квартир. В Исалданском улусе конкурс «Лидер-2025» собрал 7 участников из 6 наслегов. Конкурс проводится в памяти видного советского государственного деятеля Василия Протатьяконова Кулантая в целях стимулирования активной жизненной позиции юношей-старшеклассников. Юноши соревновались по 5 этапам, в ходе которой презентовали работу ученического самоуправления. Данный конкурс проводится с 2003 года, дает уже свои плоды. Бывшие участники сейчас являются руководителями разных учреждений республики и района. Сегодня у нас ребята соревнуются по 5 этапам. Это у нас самое главное, это они представляют свои лидерские качества, представляют свою школу и работу самоуправления школы. Вот. А также еще есть этап спортивное. Там ребята показывают свои спортивные качества. Только 16% якутян регулярно посещают библиотеки. Об этом сообщает исследование «Суперджоп». Для большинства работающих жителей предпочтительны электронные книги и покупка собственных изданий, так как это удобнее и экономит время. Молодежь до 35 лет и люди с высшим образованием чаще посещают библиотеки. Горожане с невысоким доходом также проявляют большую активность. Наиболее востребованы читательные залы и абонементы, но растет интерес к творческим, мастерским и мероприятиям, проводимым в библиотеках. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну что ж, мы напоминаем, что вы смотрите прямой эфир программы «Утро Якутии». Если вы вдруг желаете пересмотреть наш эфир или, возможно, пропустили некоторые сюжеты, вы можете сделать это в нашем телеграм-канале. Там, кстати, часто мы проводим различные викторины, также опросники. Ну, в общем, там есть что посмотреть, поэтому смело добавляемся в нашу большую утреннюю семью. QR-код вы видите прямо на экране. Сканируем и переходим в наш телеграм-канал. Ну и, конечно же, там в течение дня появляется много всего, что в эфир не входит, поэтому это как бы не только для того, чтобы, если вы что-то пропустили, а, можно сказать, и продолжение, расширение. Мы выходим там дальше вот этого нашего почти что часа, и целый день вы с нами можете быть, а, соответственно, что подзаряжаться хорошим настроением, улыбкой, и все у вас будет классно. Ну а сегодня наш эфир такой как-то все уходит в какую-то красоту. Мы сегодня говорили о погоде красивой, о прекрасных птичках-синичках, о маленьких детишках. И все это вот про какую-то такую неземную красоту. Да, ну вообще, как бы красота, она в глазах смотрящего, и она окружает нас всегда. Можно красоту увидеть везде, во всем. Можно ее увидеть там, где ее другие не увидят. Но бывают случаи, когда красота становится, ну, скажем так, массовой, да, то есть все понимают, что да, вот это что-то, оно красиво, да, обычно работы художников, например. Кстати, художник, да, говорят, рисует не просто красками, он своим внутренним миром рисует, поэтому, наверное, мы и эту красоту все и видим. Ну вот и наш следующий герой, как раз-таки, если мы говорим про внутренний мир, ее внутренний мир — это бескрайние просторы, древние легенды и удивительная сила духа народа Саха. Мира Аргунова не просто пишет картины, она создает целые вселенные, в которые хочется возвращаться снова и снова. Готовы узнать, где она черпает свои удивительные образы? Смотрите нашу рубрику «Формула успеха». Доброе утро! Я Мира Аргунова, член Союза художников России. Сколько себя помню, всегда очень любила живопись, любила изобразительное искусство. С раннего детства любила проводить время в музеях и как-то чувствовала, что когда-нибудь наступит время, когда и мои картины будут в музее. Я к своему искусству отношусь как к коробочке с сокровищами. Помню, в детстве мы часто гуляли по берегам реки Вилюй и любили собирать камни. Раньше там очень много было янтарей. Река выбрасывала разного цвета.
Но, честно говоря, моя коробочка была довольно небольшая. И поэтому я всегда выбирала только самые красивые камни. А когда удавалось найти их слишком много, то отбирала и какие-то менее красивые всегда выбрасывала. И свое искусство я воспринимаю примерно как эту коробочку. Все, что мне нравится в изобразительном искусстве мира и вообще в мире, как такая материальная, нематериальная красота, какие-то, может быть, духовные сокровища нашего народа. Я стараюсь их, как эти камни, сохранить в своем искусстве, как в этой коробочке. А все, что мне кажется менее ценное, я стараюсь через некоторое время отсечь. Мне кажется, что у успеха есть 3 главных составляющих. Первое, как гласит алтайская народная пословица, человека поднимает народ. Таким образом, очень важно иметь хороших друзей, сильное поддерживающее сообщество. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня, помогает мне на моем пути. И я очень рада, что у меня такая сильная команда. Это первое. Но для того, чтобы эта команда как-то появилась, очень важно соблюсти второй момент. Это быть честным и открытым. Важно рассказывать о том, что ты делаешь, и быть аутентичным, быть собой. Мне кажется, тогда больше людей может узнать о том, чем вы занимаетесь, и ваше сообщество расширится. Но здесь важно учитывать, что есть еще 3-й компонент, и он тоже, наверное, один из самых важных. Помимо честности и открытости, нужно быть очень мощным профессионалом, поскольку как только вы привлекли это сообщество, люди пришли, и вдруг вы не профессионал, тогда они сразу же как пришли, так и ушли. Как говорится, это как красота. То есть красота — это как открытое рекомендательное письмо, но оно открывает двери, но чтобы двери оставались открытыми, важно быть также человеком честным, открытым, умным, талантливым и так далее. Но вот профессионализм имеет 2 составляющих. Во-первых, мощная дисциплина, поскольку одного таланта нисколько недостаточно. Очень важно работать каждый день, работать по много часов. И тогда об этом говорит даже просто нейропсихология. Да, так устроена нервная система. Если вы много часов, 10 тысяч часов проводите за своим делом, то через некоторое время, рано или поздно, вы станете большим мастером. А с другой стороны, конечно же, важен талант и заниматься любимым делом, поскольку трудно, во-первых, нелюбимым заниматься очень долго, а с другой стороны, талант, он как раз и помогает очень много этим заниматься, но жизнь с талантом, она довольно, можно сказать, забавная в том плане, что нести талант — это как, будучи маленьким ребенком, выгуливать крупную собаку. Вроде бы ты ее хозяин, и все ее видят, и все, может быть, тебя даже хвалят за эту собаку, но только она решает, когда вы пойдете домой. Это не ты. Молодым творцам я желаю думать о том, какую пользу и сколько положительных эмоций вы приносите своим творчеством обществу. И когда вы думаете об этом, о том, сколько людей будет счастливы благодаря вашей работе, то я думаю, все ваши страхи отступят на дальний план. Каждый день беги к своей цели. Если не можешь бежать, иди к своей цели. Если не можешь идти, ползи к своей цели. А если не можешь ползти, то ляг в сторону своей цели. Вот такой вот совет, как достичь успеха, но тем не менее, хотите верьте, хотите нет, у Эйнштейна была своя формула успеха. Один из величайших умов на планете придумал математическую формулу, и в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» в 1929 году он сказал: чтобы стать успешным, нужно упорно трудиться, играть для баланса между работой и отдыхом и держать язык за зубами. Эйнштейн был настоящим трудоголиком, но не работал все 24 часа в сутки, а всегда находил время для развлечений и отдыха. А способность держать ценную информацию при себе он считал одной из главных составляющих успеха. Ну а в чем секрет успеха у известного борца, нашего земляка-чемпиона Виктора Рассадина? Сегодня узнаем об этом от него лично. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала позвольте поздравить вас с золотом и уже с 8-кратным чемпионством, да, на международном турнире по
памяти Коркина, который прошел в эти выходные, да. Поделитесь немножко эмоциями, какие впечатления. Ну, конечно, не первый раз у вас уже, да, наверное, задают этот вопрос, но все же. Спасибо за поздравления. На самом деле очень приятно, что снова получилось победить, обрадовать своих близких, земляков. Конечно, в каждой победе там своя отдельная история. По-разному подготавливаюсь, по-разному выступаю. Ну, слава богу, что все получилось, что снова выиграл. Ожидаемо это было для вас или каждый раз как в первый раз, можно сказать? Ну, честно сказать, я вообще не планирую выступать. Каждый год себе это говорю, но тем не менее, как говорится, сердцу не прикажет, поэтому... Ну вот говоря, кстати, про сердце, для любого спортсмена, наверное, ну, победа дома — это, во-первых, особая ответственность, потому что, ну, все-таки, да, родина как-никак, и особая радость, конечно же. Вот что перевешивает больше все-таки, ответственность или радость? Ну, для меня, я думаю, все-таки ответственность, потому что народ уже, наверное, привык, что я должен побеждать. Конечно, я рад, что всех обрадовал. Для меня, в первую очередь, наверное, ответственность, потому что на моих плечах лежит большая ответственность, все-таки, думаю. Ну и давайте поговорим все-таки про финал, да. В финале вы встретились со своим товарищем, да, со своим земляком Константином Капрыновым. Вот здесь вот насколько эмоционально тяжело было, потому что все-таки мы же понимаем о том, что публика ликует. Это, конечно, поддержка, да, ну а здесь она ликовала как бы и за вас, и за него, и сложно, наверное, было в этом моменте. Или все-таки ставите цели, идете к ней, и неважно, друг, не друг, земляк, не земляк. Ну, что сказать о своем оппоненте. Костя сейчас набирает обороты, уже вот показывает хорошие результаты. У нас действующий лидер нашей сборной команды. Так как я представляю сборную команду Таджикистана, мы как бы разделились на две половинки. Много кто болел за Костю, кто-то болел за меня. Поэтому я думаю, здесь, наверное, все-таки борьба немножко уже психологии идет. Борьба психологии. И я думаю, опыт взял все-таки в этой схватке, в этом противостоянии. Вот говоря, кстати, про сборную Таджикистана, все мы знаем, что корни все-таки из школы. Здесь ваша базовая, да, в Якутии. Какую роль в победе, наверное, сыграла база, которую заложили, тренируясь на якутской земле? Ну, я всегда здесь тренируюсь, практически стараюсь никуда не выезжать, потому что здесь есть все условия для того, чтобы заниматься, для того, чтобы показывать результат. Поэтому все равно, как сказать, Мин Сахабын. Поэтому все-таки я с Якутии. Да, вот мы сейчас видим эти счастливые моменты, да, эти эмоции. Ну, конечно, вообще турнир Коркина — это такой очень эмоциональный праздник спорта. Это, в первую очередь, зрелищно, очень эффектно, да. Ну и вот здесь, конечно, нужно, наверное, вспомнить ваших первых наставников, да, вот кто стоял у истоков формирования вашей спортивного вашего будущего, у кого вы брали азы? Ну, мои первые тренера — это Айнитов Михаил Захарович. Когда я первые свои шаги в спорте, мы начинали с ним. После этого я попал в Салданскую школу борьбы Дмитриеву Ивану Ивановичу. Очень долгое время меня тренировал, но сейчас тоже вот как первый тренер. А действующий тренер сейчас Артур Константинович Константинов. То есть у вас было 3 учителя, по сути, да? Да, 3 наставника, основных таких, 3 да? моих тренера, да. Ну, и если вот мы будем говорить о том, что сегодня очень много, наверное, жителей Якутии, да, мечтают отдать своего мальчика вот, в борьбу, да, и если вы уже как опытный спортсмен, что бы вы могли посоветовать родителям, которые вот еще сомневаются, сможет ли его сыночка стать великим спортсменом или нет? На что нужно обратить внимание? Ну, конечно, я хотел бы, чтобы больше детей занимались вообще физической культурой и спортом, вообще занимались неважно борьбой там или вообще, чтобы занимались спортом. Что я хочу посоветовать? Я думаю, что, наверное, нужно отдавать детей в школу-интернат, где как бы есть конкуренция, есть здоровая такая конкуренция, да. Поэтому я думаю, что там мальчик приобретет больше мужества и терпения
То есть просто секция, которая 3 раза в неделю, особых результатов навряд ли добьешься. Надо прям 24/7 жить и прям именно вкусить весь этот процесс, да? Ну да, если ты хочешь добиться определенных Результата, да. результатов, да, то тогда нужно уже жертвовать. Вернемся к турниру. Он собирает каждый раз сильнейших борцов со всего мира. Ваша победа уже 8-я, да, к ряду, и рекордная. Тем не менее, как уровень конкуренции? Есть ли уже ощущение, что следующий турнир уже вот... Кто-то наступает на пятки. Кто-то уже на пятки наступает. Ну да, конечно, каждый год приезжает очень много спортсменов со всего мира. Турнир сам такой популярный, уже в мире много кто знает о этом турнире. У нас и приезжали олимпийские чемпионы мира, и за 8 раз я уже очень многими спортсменами встречался. Поэтому турнир всегда растет, поэтому и как организация у нас проходит, вы, наверное, сами все видели. Поэтому хороший, сильный турнир Дмитрия Петровича. Ну и, конечно, многих любителей борьбы интересует вопрос, а собираетесь ли вы на Олимпиаду? Да, я это уже не раз повторял, что я готовлюсь к своей 2-й Олимпиаде. Я сделаю все для того, чтобы туда попасть и завоевать уже олимпийскую медаль, потому что времени совсем немного осталось на самом деле. 2,5 года, вот они сейчас, наверное, пролетят. Летят по щелчку. Да. Виктор, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, желаем вам побед. Ну и самое главное, конечно, гордимся вами и ждем вас с олимпийской медалью, потому что республика действительно этого ждет уже многие-многие годы. Да. А вам, зрители, желаем побед в сегодняшнем дне. До завтра. Увидимся.